Армысыздар, құрметті бақ өкілдері. Бүгін Қазақстан премьер-лигасының 3-ші туры аясында Елімай Ақтөбе арасындағы кездесуді қорытындыладық. Елімай футбол клубының бас бапкері, назарларыңызда Андрей Владимирович. Біріншіден сізді жеңіспен құттықтаймын бүгінгі. Что вы скажете о сегодняшней игре? Первое, я хотел поздравить всех с праздником, пожелать здоровья и мирного неба над головой. Да. То, что касается игры, достаточно сложный матч получился. Много различной информации летало до матча. Но это, наверное, и есть топовые матчи, когда очень много обсуждения, различных мнений и так далее. Матч сам получился достаточно сложным для нас. Пропустили в первой же, по сути, атаке. Имели, мне кажется, все равно какое-то определенное преимущество по подходам. Может быть, не по голевым моментам в первом тайме. Но я думаю, что первый тайм плюс-минус был ровный, но этот гол, конечно, немножко надломил. В перерыве мы поговорили с ребятами. Я хотел бы тоже, пользуясь случаем, поздравить ребят с победой, с важной победой. Опять же, давление с первых туров, недовольство всяких критиков и так далее. То есть мы это все понимаем, принимаем, естественно. И ребята меня услышали в перерыве. Сказал, что 45 минут есть, и в футболе все бывает. И все зависит от нас самих. Ребята во втором тайме добавили, в агрессии, в желании. Я думаю, что про второй тайм комментировать смысла нет. Мы были организованы, просто мощнее, сильнее. И я думаю, заслуженно выиграли. И даже 1-4 счет для Актобе, я думаю, что можно в данном случае считать еще не самым плохим, потому что были еще ряд моментов. Поэтому я поздравляю наших болельщиков, наше руководство области, наше руководство клуба, наших акционеров, партнеров, всех, кто нам помогает, всех, кто за нас болеет. И поздравляем с этой важной, сложной победой. Надо сейчас пауза, насладиться, порадоваться и двигаться дальше. В целом, основная речь моя была после игры ребятам, это что мы на правильном пути, я в этом не сомневаюсь, и этот матч подтверждает мои слова. Спасибо. Сұрақ болса. Рахмет большое. По-вашему, понятно, вопрос может быть не совсем корректным, но по вашему мнению, что надломило, в какой момент надломило Ақтөбе? Отмененный гол или забитый гол? Что больше? Здесь сложно сказать, я не хочу на соперника ориентироваться. Я думаю, что все-таки, наверное, этот отмененный гол, он наоборот нам придал больше уверенности и какого-то еще драйва и желания, мне кажется. Это был, наверное, определяющий момент. А дальше уже все видели. Я думаю, этот эпизод, он был ключевым. По моим ощущениям, по моему напряжению, которое было и на лавочке, и в целом то, что я видел, этот эпизод считаю ключевым, наверное. Вопрос, Владимир Ильич, понятное дело, что авторы забитых мячей всегда ценятся, и они MVP, и Рома молодец, как всегда вышел Джокер. Но отдельно хочу отметить для себя и просить вас Ахмаль Бахтияров. Мне кажется, что ключевой момент, чтобы завладеть мячом и стали расстрелять, это именно его заслуга. Я полностью согласен здесь по поводу отношения работы в сегодняшнем матче по Акмалю. Он здорово вышел, он добавил нам той агрессии, той скорости, которой нам не хватало в первом тайме, она стала проблемой для защитников Актобе. В целом по Акмалю мы на него очень рассчитываем. Он очень хорошие сборы провел, и забил, и хорошо выглядел. В концовке получил травму сборов, немножко этот подкосил. А так, да, сегодня в целом замены сыграли очень хорошо. Они освежили, они добавили. И, естественно, результат налицо. То есть, по сути, два игрока, кто вышли, забили 3 мяча. И те, кто вышли, я еще бы отметил Жеку Березкина, потому что очень качественно вышел тоже. Акмаль здесь, да, особым, наверное. Вы и ваша команда уже 2 раза отправляли тренеров Ақтөбе в отставку. Этот матч, после этого матча Косов тоже может уйти в отставку.
Нет, наш диалог достаточно короткий был. Мы пожелали друг другу хорошей игры. Вот. Пару фраз личного характера. Вот. Я с уважением отношусь к тренеру Актобе Николаю Костову. Поэтому ему я могу лишь посочувствовать. Ни в коем случае я никогда не буду злорадствовать, потому что я сегодня много вещей говорил ребятам. И за результат всегда отвечает тренер. Вот. И, да, я могу, да. И по сути, конечно, я все это понимаю и принимаю. Вам очень сложно понять, потому что вы не на нашем месте. И вот когда только человек оказывается в этой ситуации, только тогда до конца осознает трудность момента. Но это наша жизнь. Когда ты подписываешь контракт, когда ты приходишь в команду, ты должен понимать, что рано или поздно ты уйдешь. Как уйдешь? Когда? Это уже другая история. Поэтому здесь никаких поддержки я не хотел говорить, потому что он опытный специалист, достаточно уважаемый в казахстанском футболе. Вот раз пользуясь случаем, я надеюсь, что он услышит. Поэтому у него достаточно опыта, чтобы справиться в данной ситуации. И здесь смена тренера, она не всегда есть хорошо. Тем более на таком этапе. Поэтому такой вот комментарий. Еще один, может быть, Владимир, немножко некорректный вопрос, но я его задам. Вы же изучали Актобе перед этим матчем? Конечно. Как, на ваш взгляд, сыграло в этом результате отсутствие двух игроков основного состава, Жукова и Корзуна, которые вам очень хорошо знакомы? Чисто да, это качественные футболисты, но я не думаю, что это футболисты, определяющие игру на данный момент футбольного клуба Актобе. Поэтому любой тренер, любая команда может оказаться в данной ситуации. И, а как из нее выбраться, только тут уже работа тренерского штаба и всей команды в целом. Поэтому рабочий момент, ты просто знаешь, что там, два игрока с одной позиции играть не будут. Как бы, да, ты для себя уже какой-то план А, план Б. Вот. Мы видели в этом и плюсы, и минусы, скажем так. В плане атакующих действий это плюс, в плане оборонительных для Актобе это минус. Это мое со стороны видение. Поэтому... значит, у вас из-за того, что эти два игрока не играли, ваша команда была изначально небольшое преимущество. Как есть? Не знаю, кто как оценивает. Если бы они играли, счет же мог быть? Мог, конечно. Все может быть здесь. Я не думаю, что это вообще определяющие моменты. И я не считаю данных футболистов. Я с большим уважением отношусь и к Никите, и к Георгию, потому что я с ними работал. Вот. Один является вообще родом из семьи Жуков, да. Вот. А с Никитой у нас был очень интересный период, где он реально показал свой уровень. Вот. А там как сложилось бы, я не знаю. В целом, пускай это будет так. Жақсы, рахмет, соңғы сұрақ қойып. Рахмет. У меня такой вопрос. Как у вас так получается настраивать команду против фаворитов? Даже по Актобе, если помнится, вы всегда играли в ничью или проигрывали аутсайдером, андердогом, и всегда получалось у вас выигрывать у фаворитов, основные Кайраты. И Милимая тоже у вас получается выигрывать порой в Актобе, основные Кайраты. В чем секрет? Если бы я знал бы. Но для меня такие матчи – это большой вызов. Для меня, как для спортсмена, я все-таки тоже играл. И я помню эти ощущения, ты сам себя настраиваешь по-другому. Я даже как тренер настраиваюсь совсем по-другому. Не хочу никому но я считаю, что этот матч топовый. Жалко, что мы не сыграли в Актобе. Для меня это такая новость. И, конечно, кто-то может сказать, что гораздо сложнее было. Конечно, сложнее в Актобе играть. Но это настоящий футбол. И такие матчи, они дают дополнительную энергию. И мне, как тренеру, и я, может быть, как-то передаю, не знаю. Но много вещей сегодня сказал, таких достаточно серьезных для ребят. И я вижу, что я смог достучаться. Вот. И здесь хорошие условия все равно для футбола. Это тоже очень важно. Поэтому, наверное, как-то так могу ответить, потому что какого-то рецепта такого, делай вот так,
не бывает. Просто все лучше, просто все интереснее, да, все масштабнее. То есть, да, и разные писали, этого тренера могут снять, и мне писали, что и меня могут снять, и там еще какое-то, и судейство, и несудейство, и так далее, там, да, что полный стадион болельщиков будет. Это, ну, нормальная вещь, это как раз и есть футбол весь в целом. Не только ведь футбол, что на поле, да, на поле это 1,5 часа образно, там, 90 с лишним. А вот это все, что вокруг, это тоже. Нам в этом плане нужно, ну, еще расти и расти, чтобы наша лига была более привлекательной, более интересной. То есть эти, конечно же, моменты, они должны быть, и они есть. Ну, по мне так гораздо интереснее. У нас будет прогресс тогда лучше. Счет может разный быть. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға қатысқандарыңызға, жеңіс күндерде жүздесе берейік. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет большое.